Наступило время для счастливого часа, и этот час с вами проведу я, Екатерина Скоробогатова. Здравствуйте. Эмоции – неотъемлемая часть нашей жизни. Мы радуемся, злимся, тревожимся, раздражаемся. И это далеко не весь список проживаемых эмоций. Для чего нам нужны эти эмоции, как ими управлять, а главное, что такое эмоциональный интеллект и как он влияет на нашу жизнь, поговорим сегодня. И наши первые гости – это Чулпан Халиль, коуч по эмоциональному интеллекту. Здравствуйте. Здравствуй, Катя. Очень рада вас видеть. Я тоже. Ну, в последнее время действительно очень часто говорят об эмоциональном интеллекте как о важном навыке будущего. Что это такое и почему он так важен сейчас? Что такое эмоциональный интеллект, да? Вопрос. Эмоциональный интеллект – это умение грамотно распоряжаться своими эмоциями в нужном месте, в нужное время. То есть пользоваться своим эмоциональным потенциалом, используя все свои ресурсы. Бывает, что человек с низким эмоциональным интеллектом просто растрачивает свои силы зря. Наверное, такой вопрос, да, про эмоциональный интеллект вообще, для чего он нужен, и почему это вопрос почему будущего. Так важен в последнее почему он время? Так важен, да. Этим, наверное, исследованием, да, что вот есть IQ, у кого высокий, да, исследованием, то есть раньше считалось, что у кого высокий IQ, тот добивается большего успеха в жизни. Но ученые провели такое исследование над успешными людьми, кто закончил университет. Это американские такие исследования. И почему-то они думали, что тот, кто получает самые высокие оценки, баллы по образованию, да, то есть там люди науки, в разных сферах, что они добьются определенного успеха. Но когда измерили их успех в эквиваленте их карьерного роста, семейных отношений, привычек и так далее, через 20-30 лет выяснилось то, что на самом деле все, у кого был высокий IQ, многие из них не добились хорошего успеха вообще в жизни. Такого большого, как предполагалось, когда они, например, заканчивали университет. И они стали исследовать, почему так, что вот с одними кто-то добился, а кто-то не добился. И выяснилось то, что у кого уровень понимания, такого участия, эмпатии высокий был, то, скажем так, коммуникативные способности у кого были развиты, кто понимал себя, понимал других, умел договариваться, умел подстраиваться и так далее, они добились большего успеха в жизни. И вот с тех пор это в конце 2000-х годов, это уже с 90-х, в 95-м году такие исследования проводились. А сейчас уже все больше и больше, слава богу, я этому радуюсь, что уже и в школе говорят о том, что эмоции – это очень важный компонент нашей жизни. Ими надо учиться управлять, начиная хотя бы с понимания, какие мы эмоции испытываем, что это такое. Да. Мы сегодня как раз и расскажем нашим телезрителям, как понимать и управлять своими эмоциями. Скажи, пожалуйста, получается, эмоциональный интеллект – это неврожденный навык, он приобретается или нет? Да, я считаю, что при определенных условиях, да, в каких условиях человек родился, да, здесь надо смотреть, наверное, в комплексе, эффект, есть предрасположенность к пониманию своих чувств, да, но все зависит во многом от воспитания тот, кто окружает этого человека, в каких условиях этот ребенок воспитывается. И люди с высоким эмоциональным интеллектом могут, так условно скажу, заражать своим высоким эмоциональным интеллектом других людей. То есть люди эмоции заразны? Они, во-первых, заразны, да, они переходят, да, это такая тема зеркальных нейронов, тоже это то, что у нас находится нервное окончание в мозге, когда мы видим, это у нас заложено природой, это есть абсолютно у всех. То есть для того, чтобы мы воспитали своих детей, не родив их там, не как кукушки, скажем так, не оставили их, да, то есть в нам это заложен инстинкт природы. И люди с низким эмоциональным интеллектом, находясь с человеком с высоким эмоциональным интеллектом, рано или поздно начинают переучиваться, учиться этому. Расскажите, пожалуйста, есть какие-то признаки низкого эмоционального интеллекта? Чтобы наши телезрители сейчас посмотрели и определили, какой у них уровень эмоционального интеллекта. Но уровень низкого эмоционального интеллекта обычно такие люди обидчивые. Они не прощают долго, они импульсивны, совершают какие-то необдуманные действия, которые приводят, например, финансовые траты. Да? Вот если в контексте финансового мышления говорить, у них импульсивные покупки, они не могут запланировать, они не могут объяснить какие-то те или иные ситуации, не могут
могут аргументировать это, потому что эмоции их захватывают, и как бы там когда эмоции у нас наверх идут, то разум у нас опускается вниз. Но это тоже Ну, задумано это то есть природой. люди, которые я так чувствую, они вот такие эмоциональные, Я такой эмоциональный, да, как бы все у них сводится на эмоции. Люди эти, как правило, не могут добиться определенных, то есть у них нет дисциплины в каком-то, скажем так, своем деле. Ну, это любую тему можно взять, семью, карьеру. А люди с высоким эмоциональным интеллектом, они, как правило, очень хорошо понимают себя и понимают других людей. Они более сдержанные, они могут управлять этими эмоциями, использовать нужную эмоцию в нужное время. Соответственно, это им помогает достигать больше успехов. Плюс люди с высоким эмоциональным интеллектом, быстрее справляются со стрессом. Они могут сами себе в этом помочь. Стрессоустойчивые. Они стрессоустойчивы, да. То есть это, скажем так, тренировка. Вот вообще эмоциональному интеллекту можно тренироваться, научиться. Вот Да. давайте как раз перейдем. Как этому научиться? Вот у нас как раз есть осознание своих эмоций. Да, это Распознавание такой эмоций. первый такой уровень, да, осознания своих эмоций. Если можно, вот это... Вернуть дальше. Да, ну карточку. давайте вот с осознания. Что такое Что осознание? значит? Первый вопрос, как коуч, какой бы я вопрос задала, да, какую эмоцию вы сейчас осознаете, понимаете, чувствуете? Почему именно сейчас вы эту эмоцию Подождите, чувствуете? у меня вопрос такой. Ну, неужели сложно понять, что мы сейчас чувствуем? Я сейчас злюсь, например, или я сейчас радуюсь. Неужели в этом есть какие-то проблемы? Вы знаете, есть у эмоций такие, скажем так, разграничения, да, то есть, например, даже эмоция злости, да, она может быть в гнев человека, ну, это более усиленный такой-то, как темп у этой эмоции. Гнев все-таки чуть сильнее, чем злость. И бывает часто, что мы думаем, что мы ощущаем злость, а на самом деле это какое-то, например, чувство несправедливости или чувство обиды. А это очень важно. Понимать. Важно, да, важно понимать. То есть от того, насколько вы, чем более четче вы определите, какую конкретно вы сейчас эмоцию испытываете, тем вам легче будет себя успокоить и понять, что с этим делать. Первое, что нужно делать, это научиться осознавать свои эмоции. У нас есть какие-то базовые эмоции. Что Да, это за есть базовые эмоции. Их таких 4 можно выделить. Это гнев, страх, грусть, радость и... гнев, по-моему, да. И вот у них у каждой, да, радость, печаль, страх, гнев. Здесь вот их 6 поставили, да. Но вот в той, которой я... Есть разные базовые, теории, да, насколько я знаю, да. Их все интерпретируют по-разному, но мне нравятся вот эти 4 самые главные такие эмоции, Еще которые... раз. Гнев, радость, страх, грусть и... гнев... Удивление, по-моему, там. сейчас. Радость, гнев, страх и грусть. И вот, то есть их 4. И получается, из всех 4 самая такая позитивная, если можно так назвать, это только радость. А остальные 3, они, как нам принято знаете, считать, я люблю использовать больше, наверное, слово приятные и неприятные эмоции. вот Да, такие. есть понятие, вот мы так привыкли, да, вот позитивные, негативные. Чаще всего нам вещают, что не надо испытывать негативные эмоции, оставь свои эмоции за дверью. Когда приходишь там на работу, оставь свои проблемы, мысли, эмоции там. А когда приходишь на работу, оставь свои проблемы и напряженные эмоции с работы тоже за дверью. Это, я считаю, что такая неправильная совсем установка, которая ни к чему хорошему на самом деле не приводит. Мы же человек-то один. Он же те же самые эмоции испытывает. То есть нам все эмоции для чего-то нужны. Да. И нет ни плохих, и ни хороших эмоций. Да, есть эмоции, которые есть мы просто переживаем. приятные и неприятные. Да? Это мой такой подход. Да, можно разделить позитивные и негативные. Но есть очень интересный мультик, который я люблю, «Головоломка» называется. Там вот как раз живут там 4 эмоции: про грусть, про отвращение. И они там как играют, как с девочкой, да, и показывают, каким образом у нас возникает та или иная эмоция, и какое действие вызывает та или иная эмоция. И вот интересный момент, когда девочка понимает, что именно грусть ей дала потом радость. То есть она смогла там перейти. То есть человек не может быть всегда на позитиве. Но это настолько психика у нас не может постоянно вот это генерировать такое позитивное настроение. Но важно, наверное, научиться негативные эмоции недолго, скажем так, переживать. Вот эмоциональный интеллект, он позволяет переживать любые эмоции, более, скажем так, даже грустные какие-то эмоции в минимальном каком-то временном промежутке. Правильно. К переживаниям эмоций, как правильно их переживать, мы обязательно поговорим чуть позже. Вернемся, как определять эмоции. Есть какие-то прям практические советы? Что для этого нужно делать? Есть практический совет. Первое. Вот есть 4 вот эти базовые эмоции. У каждой базовой эмоции под категориям еще по 20 эмоций. То есть, например, где гнев,
эмоции там злости. Вот здесь есть, да. Да, Злоба, злоба, недовольство, раздражительность. И вот, как правило, если вот ко мне клиент, когда приходит, он весь в гневе, такой вот злой и не понимает, что с ним происходит. И он говорит: Чулпан, я не понимаю, что со мной происходит. Я говорю: хорошо. К сожалению, в такой ситуации, когда человек на пике своих эмоций, то же самое и радости, когда он в эйфории, ну, там, влюблен, у него что-то там хорошо получилось, и он просто испытывает на 10 баллов, да, по 10-бальной шкале эти эмоции, то с человеком очень тяжело вообще разговаривать и вести какие-то дела. Ну, если мы говорим про радость, про влюбленность, это все классно, конечно, да. То есть эти эмоции здорово, когда они здорово, да. На такое воодушевление можно очень много чего достичь, потому что много сил, прилив энергии и так далее. То вот на, например, эмоции гнева, то здесь ничего ты не сделаешь, пока человек не успокоится. И что я делаю? Мы ранжируем, то есть я зачитываю вот эти 20 подэмоций, допустим, из раздела гнев, и человек, даже выясняя, что он конкретно на вкус, вот он пробует, я говорю, это раздражение или отвращение, они все разные на вкус. И удивительным образом любой возраст, вот у меня сыну младшему 5 лет, когда я в 5 лет, то есть вроде маленький мальчик, да, в 5 лет он весь такой, что-то там случилось в садике, и он не может объяснить, что происходит, он просто плачет. Я говорю: хорошо, давай я вот с ним вот эту вот табличку. Я говорю: что ты испытываешь? И там одной, по-моему, там эмоция была грусть, грусть он. Мне говорит: я испытываю грусть. И там была подэмоция саможалость. Представляешь? И он говорит: я испытываю саможалость. То есть, прочитав этот список, мы можем понять. И он успокоился тут же. Он говорит: я говорю: а что, как ты это понимаешь? Он говорит: ну вот мне жалко, что вот так я сам себя жалею, говорит. И потом мы ранжируем, то есть вот из того, что мы выделили, ранжируем. Это такой определенный гайд, получается, по определению То есть, эмоций. на самом деле мы не все эти 20 подэмоций, скажем так, испытываем, а даже из этих 20 бывают самые яркие, ну там 3, 5, 8. Но даже из этих остаются всего 3-4 эмоции, которые выше, например, 5 баллов. Вот все, что выше 5 баллов, я уже вот с этими эмоциями работаю. Вот, поэтому вот плутчик, да, это табличка, да, она помогает как раз понимать, какая по степени интенсивности эмоции у нас идут. От восторга, там, от безмятежности до восторга. Ну, то есть это такой хороший... Когда мы видим это все в таблице, видим это все, вот, что это можно потрогать, пощупать, назвать это как-то, да, даже когда мы называем эту эмоцию, придаем ей, скажем так, слово, значение и даем место, уже легче становится, да. А еще... Да, я хотела спросить, что есть еще такой дневник эмоций, я слышала, его заполняют. Дневник эмоций, мне тоже нравится эта техника, тоже ее применяю часто с людьми, с клиентами. У нас есть один пример, да, как раз. Кто, например, не может чувствовать, ну, допустим, девушка пришла, ее всю жизнь учили там хорошо учиться, такой синдром отличницы, свои эмоции там убери, главное это там учеба, школа, работа, карьера и так далее. И она там к своим 35-40 годам приходит к тому, что она вообще перестает что-либо чувствовать. Я говорю: а что ты сейчас чувствуешь? Она говорит: что за вопрос? Вот что, часто люди не понимают, а что я сейчас чувствую. И этот вопрос обескуражит. Они отвечают на этот вопрос, уходя от темы. Они не могут определиться, что я чувствую. Тогда я даю вот эту таблицу, проверь конкретно, что какая-то эмоция. И потом уже про дневник, то есть когда они понимают, что есть вот такие базовые эмоции, я прям прошу заводить такие дневники. Вот когда ты встала, ты с каким настроением встала, отмечаешь, что-то ты захотела, вот любые желания, какие-то позывы с души, скажем так, поесть вкусно, сходить туда-то, отмечай. После этого случаются удивительные вещи с людьми. Они начинают жить по интуиции. И все дела, как-то когда люди слышат себя, свое тело, свою, ну, скажем так, душу, да, у них все как-то случается. И в карьере они растут, и партнеров они по жизни интересно встречают. Потому что нам дано от природы наша интуиция, чувствительная вот эта часть, которая это наш помощник на самом деле. Эмоции — это такая вот, как сказать, лакмусовая бумажка, что что-то происходит, что-то нам нравится, а что-то нам не нравится.
А есть такое понятие, как... вот очень часто, кстати, называют эмоциональные качели. То есть эмоции в течение дня, когда нас бросает от одной эмоции к другой эмоции, прям просто аттракцион, аттракцион эмоций, скажем так. Что с этим делать? Вот Галя, да, вот эта шкала эмоций. Вот что с этим делать, если вас качает, да, так, эмоциональные качели, так называемые? Первое, что если я работаю с женщинами, то я часто, я так собираю анамнез, скажем так, что конкретно она испытывает. И чаще всего, к сожалению, бывает так, что проблемы со здоровьем, с щитовидной железой. Вот это самое первое, что если я говорю, пожалуйста, сдай анализы, я не врач, но как бы знакома с этим. Сначала надо исключить какие-то медицинские показания. Если с этим все хорошо, потому что как раз, когда не работает гормональный фон, ну там какие-то проблемы с этим, вот такие эмоциональные качели бывают. Либо человек просто привык жить на, скажем так, куражах. Вот он не может спокойно, ему скучно. То есть хронические эмоции тоже такие бывают, скажем Да, так? перманентно, да. Вот, то есть если ребенок привык жить с родителями, там, условно, там, в итальянской такой семье, это когда там бьют тарелки, вот это все, ему с любым спокойным партнером, со сдержанным таким на эмоции, ему будет просто скучно. Он будет этого партнера все время дергать для того, чтобы вызвать вот эту эмоцию. Потому что иначе он будет как будто себя не чувствует. У него накал страстей, вот этих вот внутренних эмоций на пределе всегда. Соответственно, он может и, как скажем так, взбудораживаться быстро, успокаиваться быстро. Ну, это уже другой, наверное, такой момент. И про эмоциональные качели, если ему комфортно так, ну, пожалуйста. Как бы. Нам нужно ненадолго прерваться. После небольшой паузы мы обязательно вернемся. Оставайтесь с нами. Вы вновь на территории «Счастливого часа». Мы продолжаем беседу и о том, где в нашем теле прячутся подавленные эмоции и как правильно их проживать, расскажет Юлия Горохова, семейный и детский психолог. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Но так как сегодня у нас такая тема, не могу не спросить, как ваше настроение? Приподнятая. Ваша студия располагает радостный фон. Что вы сейчас чувствуете? Какую эмоцию? У меня много интереса к тому, что происходит. Есть легкое волнение. Ну, пожалуй, где всё. это проявляется в теле? Интерес. Волнение – это как будто бы такая волна, легкая, приятная волна, которая растекается по всему телу, как если бы мурашки бегали по телу. А интерес – это сосредоточенность. Да? Мой взгляд сосредоточен, я смотрю на вас, я слушаю, и я очень активна в нашем общении. А все вот эти проявления физические, они одинаковые у всех или все-таки индивидуально? Каждый чувствует волнение по-своему, интерес по-своему. Я вот почему-то про интерес подумала, я думаю, мне почему-то кончики пальцев как-то, да? Да, интересно. То есть у каждого, видимо, свой набор. Конечно, есть сходные положения, движения, но все-таки это здорово, что вы отметили. Интересно о кончике пальцев. И тогда что вы с этим делаете, как вы обходитесь? То есть как будто хочется схватить. Что-то потрогать, да. схватить. Интересно, как это тактильно. То есть это, да, интересно, кстати, да, очень. Есть такое понятие, что наше тело помнит все. И даже, как я уже успела сказать, подавленные эмоции. Вот, расскажите, пожалуйста, что это означает и как так? Ну да, к сожалению или к радости, тело является таким хранителем, носителем, хранилищем всей информации, которая происходила с нами, начиная с внутриутробного опыта и первый год рождения. Иногда кажется, что ребенок совершенно не помнит, что с ним происходило, но тело помнит все. Качество прикосновений мамы, мамин взгляд, мамин смех, мамины эмоции. Вот именно там, если речь шла про эмоциональный интеллект, уже там зарождается эмоциональный интеллект ребенка. И вот это, он откуда. Да, да, это то, как мама смотрит на ребенка, с какой интонацией она с ним говорит. То есть если ее лицо напряженное, холодное, или раздраженное, или ее лицо мягкое, доброе, улыбающееся. В Ютьюбе очень распространенный ролик «Застывшее лицо», эксперимент такой проводили, да, с ребенком первого года жизни, когда мама не проявляла какое-то время никаких эмоций. То есть кормила ребенка с каменным лицом. И ребенок не подготовленный, то есть мама обычно живая, и когда она застывает,
Ребенок сначала недоумение, это очень видно, да, в ролике на лице недоумение, потом удивление и даже страх, ужас от того, что он не понимает, что происходит с мамой. Очень интересно. А если вернемся все-таки к подавленным эмоциям? Вот расскажите, что это означает? Вот прямо на примерах, как работает, что это значит? Человек разозлился, но там в какой-то момент понял, что сейчас это не лучшее место, чтобы злиться, чтобы проявлять, да, свою злость. И что дальше происходит? Смотрите, эмоции – это же внешнее проявление внутренних переживаний. Давайте здесь разделим. Эмоции – это внешнее, а чувство – это то, что я переживаю внутри. То есть сначала что-то появляется внутри, а потом я это или проявляю, то есть выражаю в эмоцию, или не проявляю и оставляю как внутреннее переживание на уровне чувств. И опять же возьмем пример мамы и ребенок, просто очень наглядно и понятно. Если у ребенка что-то не получилось, он складывал пирамидку или кубик на кубик, и они падали, и у него все не получалось, то, конечно, он, возможно, заплачет от грусти или от отчаяния, возможно, даже от злости что-то кинет. Но мама может испугаться такой сильной реакции, сказать: нельзя злиться, у тебя все получится, давай Или что разозлился из-за такой ерунды? Ну да, это же как раз, наверное, про бывает обесценивание. такое, да, обесценивание. И когда этого обесценивания складывается достаточно большое количество, то есть там и кубики, и первое письмо, и первые буквы, и первые коленки. То есть, например, я сталкивалась с случаем, когда ребенок упал. Какой же ты растяпа, как можно падать? Ты же девочка, девочки должны аккуратно ходить. Да? Посмотрите, сколько установок и запрет на то, что нельзя ошибаться. И, соответственно, не проявлять сильные эмоции по поводу того, что ты ошибся. И тогда Мы копим, получается, копим, вот это складываем. Вот. Мы опять разозлились. Нельзя, нужно терпеть. Терпеть. Нужно терпеть. Нельзя терпеть. И мы что учимся дальше в теле? Что происходит? терпеть, да, и тогда тело застывает. Мы все знаем, как выглядит тело младенца. Оно такое мягкое, пушистое, оно такое подвижное. И в ходе жизни мы перестаем быть младенцами. Да? Наше тело крепнет, мышечный каркас укрепляется, но при этом и мышечные зажимы нарастают в теле. Вот да? зажимы. Зажимы в связи с тем, что приходится что-то сдерживать и подавлять. И тогда тело становится или напряженным, может быть таким сухим, тоже безэмоциональным. Да? То есть человек... Это эмоции, вот каждая эмоция, вот получается, у каждой подавленной эмоции есть какое-то свое место в теле или нет? То есть вы, допустим, можете понять, что если там у человека напряженные плечи, что это значит, он сдерживал такую-то, такую-то эмоцию. Да или нет? Вы знаете, вот лучше бы я с этим поразбиралась. Нельзя сказать однозначно. Потому что напряженные плечи могут возникнуть в ситуации страха, когда человек часто боится, и он поднимает плечи, поджимает шею. Да? А может быть, в ситуации злости остановленной, когда хочется ударить, оттолкнуть, но он этого не делает. Он опускает руки и застывает. И здесь, конечно, индивидуально надо с этим поработать, посмотреть, что же там на самом деле. Что на самом деле происходит. Хорошо, а чтобы вот этих зажимов не было, как мы должны проживать эти эмоции? Есть ли какой-то, как правильно прожить злость? Чулпан. Классный вопрос. Как правильно прожить злость? Действительно, я согласна, потому что с детства нам часто вот слышим, в моем детстве там нельзя злиться, девочки не злятся и так далее. И на самом деле, когда я стала изучать когда у меня сын старший родился, стала изучать эмоциональный интеллект, сейчас ему уже 16, и вот за это время, с 2 лет, наверное, начала это все про злость, да, там он мальчик, вот установки. Мальчикам нельзя плакать. Мальчикам нельзя плакать, это все. Я с этим категорически не согласна. И я говорю, если ты злишься, то ты имеешь на это полное право, как выход у этой злости должен быть. И вот, я про это. Как правильно прожить? Да. Злость, на самом деле, классная эмоция, у которой очень много силы. То есть вот без этой злости, агрессии на ситуацию, на себя, на кого-то или еще что-то, да, оно дает, откуда ни возьмись, огромный приток силы. И вот тут вопрос, куда мы эту силу, которая возникает, можем направить? Либо она направлена на другого
другого человека, либо она направлена на какую-то ситуацию. Ну, например, в карьеру, да, там, всю эту силу я вам всем там, ну, не то, что докажу, это тоже такое пограничное как бы состояние, но тем не менее, тем не менее, такое эта бывает. злость, она как бы условно так сублимируется в какое-то действие. И вот все зависит от этого действия. То ли она будет направлена на другого человека, да, там, и как бы это не совсем, наверное, хорошо, либо она будет направлена на достижение каких-то своих личных целей. А что делать в моменте? Юль, вот разозлился. Ты понимаешь, что сейчас ты не можешь социально приемлемым способом выразить эту злость. Ты, естественно, ее в себе давишь. Ну, и нам не хочется, чтобы был этот зажим, про который вы говорили. Что делать потом? Разозлиться? Я бы добавила, что злость очень полезное чувство, очень нужное, потому что именно злость сигнализирует нам о том, что наша граница безопасности нарушена. Это может быть и взглядом, и жестом, и словом, и движением. То есть если кто-то, кто нам небезопасен, приближается или нарушает границу, то естественная реакция отреагировать злостью. Но как человек реагирует? Он может там, полезть в драку, да, очень импульсивно. Он может сказать «нет». Он может просто посмотреть, но очень важно, что злость и обозначает, где моя граница заканчивается и где начинается граница другого. И таким образом очень важно, первое, осознать, что я сейчас чувствую, потому что человек управляет эмоцией, когда он ее осознает. Иначе эмоция захватывает человека, и она им руководит. И он бежит за ней, да, то есть эмоция впереди, а потом человек. Важно, чтобы человек был впереди. И тогда... Хорошо. Мы осознали, что мы чувствуем злость. Я сейчас злюсь. Первое, это можно обозначить вслух. Я сейчас раздражена. Или я испытываю злость. У меня состояние на границе гнева. Я готова разгневаться, взять стакан и разбить его. Важно знать причину злости. Когда ты охвачен эмоцией, иногда ты не можешь еще. Очень сложно, да. А вообще причину эмоций Причину, очень важно? да, очень важна причинно-следственная связь. Но это про уже эмоциональный потом, интеллект. когда мы разбираемся. Вот у Гиппенрейтер, Юлии Борисовны Гиппенрейтер, которая написала книгу «Общаться с ребенком как», есть такая техника, ну, про вот эмоцию, да, то есть злость, классно, да, вот очень понравилось, впереди сначала эмоция, потом человек, да. Она говорит, пример, ребенок потерялся, потом нашелся, мама вся из страха как бы его нашла и начинает его ругать. То есть она злится и говорит, как ты там потерялся и так далее. И она говорит, вспомните первую причину, если вы ее озвучите, что на самом деле вам было страшно. Страх был первичнее, чем злость. Если вы будете озвучивать, вот есть техника, да, даже я злюсь, я раздражен, я раздражена, и вы будете озвучивать это даже вас будет успокаивать, потому что вы даете этому... Потому что добавить. Но я очень испугалась Я очень испугалась за тебя. И, говорит, вторая вот эта эмоция, злость, на самом деле, злость не первичное чувство. То есть перед этим что-то есть. Но в этом надо себе вопросы задавать. И вообще проявление злости очень часто это закрывание страха. Человек часто испытывает страх, но чтобы этого не показать, потому что его тоже трясет, да, и такой подъем от страха, может быть, и ужаса, проще разозлиться. Ну, как делают собаки, да, когда встречаются на площадке. Ну, наверное, как раз и человек с развитым эмоциональным интеллектом может, допустим, за злостью увидеть страх. Вот о чем мы с вами говорили, как раз осознать, понять. Опять хочу вернуться все-таки к тому моменту. Мы в себе погасили. Есть ли возможность прожить... Не погасили. Ну вот нет, ну в какой-то момент же мы понимаем, осознали, но мы понимаем, что сейчас не лучший момент злиться, агрессировать там или еще что-то делать. Мы в себе такие хорошо погасили, но она же никуда не ушла. Вот что сделать, чтобы этот зажим ушел? Можно ли, хочу спросить, можно ли эту подавленную эмоцию прожить задним числом? Вечером прийти и позлиться, например? Или на бокс важно сходить? взять паузу. Паузу для того, чтобы вернуться в какое-то состояние, ну не то чтобы нормы, но понизить, по крайней мере, интенсивность переживания, взять паузу.
А как обходиться с этой паузой? Можно пойти умыться, можно продышаться. Ну, если есть возможность выйти на улицу, обогатиться кислородом, активно подвигаться, пройти вокруг дома. Да? Может быть, пройти несколько километров иногда необходимо, чтобы вот этот вот пыл... То есть движение. Да, движение. Потому что химическая реакция очень большая происходит в организме. Большой выброс кортизола, адреналина. И, соответственно, человек не может вот так мгновенно взять и отключить эту химическую реакцию. Да? Нужно прожить. То есть пропотеть через пот, выделить вот эту вот токсичность, чтобы эта токсичность не была вплетена в отношения. Да? Через злость мы тоже бываем токсичны, и мы выливаем это на другого человека. И так возникает конфликт. И вот таким образом, получается, мы управляем, да, своими Да. эмоциями. Когда мы осознаем, управляем, и ни в коем случае берем не паузу берем для паузу, проживания какого-то. а потом выплескиваем, если Да, это и нужно. если осталось, то давай мы вернемся попозже и поговорим еще. Тогда, когда мы сможем... Я бы могу еще добавить, если можно, да? Конечно. Да, добавить про инстинкты, да, бей, беги или замри. Это такой природный у нас инстинкт, который... Реакция тела человека, который с первобытных времен... Когда включается трептильный мозг, трептильный, да, мозг. И вот надо для себя, наверное, какая вот зрительный, кто смотрит нас, помочь. Первое, какая ваша стратегия? Что вы конкретно, когда встречаете какую-то агрессию, злость, как вы реагируете? Кто-то на вас там кричит, например, да, для вас в непредвиденной ситуации. Какую стратегию вы выбираете? Вы бежите, вы замираете или вы бьете? И вот это даже знание о себе, каким образом я себя веду, вот про паузу, да, она даже будет вам помогать быстрее себя, скажем так, восстанавливать. А про вот пот, согласно полностью, кортизол, который вырабатывается при, адреналин, кортизол, они, если их не выбросить через пот, через физическое какое-то упражнение, они оседают в почках. Это вот камни, это все, и вот заболевания, но это вопрос, наверное, по телу, да? Нам нужно ненадолго прерваться. После небольшой паузы мы продолжим разговор о том, как вести себя в конфликтах и управлять эмоциями чужих людей. Узнаем после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Добрый день всем, кто только что присоединился к нам. Напоминаю, что вы смотрите «Счастливый час», и говорим мы сегодня об эмоциональном интеллекте. И наша следующая гостья – это Лейсан Шинкарева, тренер по коммуникации, медиатор. Шинкаренко. Прошу прощения. Да, ничего страшного. Здравствуйте, очень рада вас видеть. Но расскажите, пожалуйста, Лейсан, насколько важно, точнее нет, насколько важен эмоциональный интеллект в коммуникациях? Эмоциональный интеллект, безусловно, очень важен в коммуникации. Мы взаимодействуем, общаемся на 5 слоях, и один из этих слоев эмоциональный. И максимально эффективная коммуникация возможна только когда эмоциональный слой тоже задействован, тоже включен, когда мы чувствуем свое состояние, когда мы считываем состояние собеседника. И эмоциональный слой, он один из ведущих. Слой, который делает коммуникацию максимально живой, максимально включенной и тем самым максимально эффективной. То есть важно понимать не только свои эмоции, но и эмоции своего собеседника. Да, конечно. Коммуникационные ошибки, когда коммуникация не складывается, чаще всего связаны с тем, что мы сконцентрированы на себе. А как я сейчас себя чувствую, а как мне выгоднее, а как я выгляжу. Но правильная коммуникация, когда мое внимание не только во мне, но и в моем собеседнике, и в том, что происходит между нами. И, безусловно, в эмоциях собеседника тоже. Да. Но это получается эмпатия, тоже, да, один из компонентов эмоционального интеллекта. Ну, буквально, Юль, в 2 словах, что такое эмпатия? Ну, эмпатия дословно переводится как сопереживание, поэтому это всего лишь один из компонентов. Можно сопереживать, а можно и не сопереживать, но быть очень включенным в коммуникацию. И это не совсем эмпатия, это возможность быть активным, внимательным слушателем, например, да? Или умение задавать вопросы, то есть удерживать интерес. Или, например, признавать то, что мне уже стало неинтересно, и я потерял нить, но важно озвучить про это. Да? И это тоже здесь не совсем про эмпатию, да? Про некую коммуникативную грамотность.
Но следующая ступень. Хорошо, мы с вами, получается, определили свои эмоции, умеем ими управлять, ну, более-менее определяем эмоции других людей. Но хотя, мне кажется, это очень сложно, и особенно тем, кто не умеет определять свои эмоции. Ну, хорошо, мы, наверное, можем понять, что человек злится, радуется, он счастлив сейчас или нет. Следующий момент – это как раз управление эмоциями других людей. Это как раз, это про что? Это про манипуляции или все-таки нет? Но непосредственно управлять эмоциями других людей все-таки мы не можем. Да? Это другой человек, это его внутреннее пространство, он реагирует так, как реагирует. И манипуляция – это когда мы делаем это намеренно. Когда мы намеренно вызываем определенную эмоцию человека, нажимаем ему на кнопку жалости, на кнопку вины, произносим определенные слова, чтобы он сделал что-то так, как нам нужно, против своей воли. И это, конечно, не про эффективную коммуникацию. И, наверное, не про эмоциональный интеллект. И совершенно точно не про эмоциональный интеллект. Возможно, это достаточно высокий интеллект, который используется, скажем так, не в благих намерениях, да, а с тем, чтобы человек против своей воли сделал что-то для вас. А если говорить про эффективную коммуникацию, то здесь скорее мы влияем на реакцию другого человека своей реакцией. Потому что когда человек, ну вот злость, да, действительно одна из самых ярких эмоций, если человек перед нами злится и ярко это выражает, естественная наша реакция начинать злиться в ответ. Да? На нас кричат, мы начинаем кричать в ответ, и начинается такая история, кто кого перекричит, кто здесь громче, кто здесь сильнее. Собственно, да, такая стадия конфликта острая. Сейчас мы поговорим про конфликты и про путь его развития. Но если человек злится, я это замечаю, я вижу, что происходит, но я, например, это непосредственно коммуникационный инструмент, намеренно отвечаю тише, с пониженной громкостью. Тем самым у человека возникает естественная реакция тоже понизить свой голос. То есть, еще раз, если на меня кричат, я начинаю кричать тут же в ответ, громкость постоянно повышается. Но когда я это отслеживаю, вижу, что происходит, и намеренно говорю тише, на меня говорят громко, а почему? Задаю вопрос, отвечаю, иду в диалог, но намеренно делаю это тише, тем самым определенным образом, да, я влияю на... А можно сказать, там, я понимаю, что ты сейчас злишься, давай поговорим об этом позже, к примеру. Это безусловно, да, но здесь я понимаю, что ты злишься, все-таки с точки зрения коммуникации лучше задать в форме вопроса. Потому что мы такие умные, все знаем, я точно знаю, что чувствуют они. Самое верное – это прояснить. Я правильно понимаю, что ты сейчас злишься? Ты злишься или мне кажется? Да? И вот это прояснение – это вопрос, на самом деле, самый главный коммуникационный инструмент, когда мы не исходим из того, как из нашей картины мира. Верно только так, я точно знаю, что вы сейчас чувствуете. Да? А я спрашиваю, проясняю. И мы боимся задавать вопросы, боимся казаться глупыми, может быть, иногда. Но вот эта игра в телепатов, да, когда мы точно знаем, как надо, она мешает коммуникации. Да, и лучше в каждый момент задавать маленькие вопросы, чтобы не доводить вот как раз до конфликта. Вот, давайте, раз уж мы задели конфликты, продолжим. Чуть-чуть добавить, что как раз вот этому навыку учится ребенок прям с самого рождения, потому что у мамы основная функция – контейнировать его эмоции. И если мама видит, что с ребенком что-то происходит, она спрашивает: ты сейчас расстроен, ты злишься, и тогда она, как некий контейнер, она позволяет проявиться, и она отражает эту эмоцию. И тогда ребенок вырастает во взрослого с эмоциональным интеллектом. И получает коммуникацию успешную. А я добавила бы я вообще не совсем приветствую «ты сообщение», есть такое понятие. Я сообщение, ты сообщение. Да? Вот в данном случае там ты злишься там, или еще что-то, да, это в моей профессиональной деятельности это называется давить картой. Когда картина мира своя навязывается другому человеку. Это еще больше может его разозлить. Я бы предложила такой вариант. Я чувствую какую-то злость сейчас. Правильно ли я чувствую, как считаешь? То есть, и когда вот этот такой вопрос, он как бы, во-первых, открытый, во-вторых, он позволяет другому человеку войти с тобой в контакт и на другом уже тоне с тобой разговаривать. Часто люди даже не понимают, что они злятся. То есть вы-то это чувствуете, а он говорит: да я не злюсь. Нет, ты злишься, да я злюсь. Да? И вот это такая история. Вот про конфликты тоже так. Но это как раз тоже говорится о том, что чувствуешь ты в этот момент, а не что другой. Да, да, ты не навязываешь свою эмоцию, свою картину мира, видение, что он сейчас испытывает. Тогда у человека возникает
возникает как бы к тебе больше доверия, что ты его слышишь. А когда ты говоришь о себе, это же я-сообщение. То есть вот лучше использовать я-сообщение, когда вот такой конфликт нарастает. Вернемся к конфликтам. Да. Ну, хочу изначально сказать, что вообще многие считают, что конфликты – это как бы не очень хорошо. Но вы говорите, что конфликты – это хорошо, и это есть новые возможности. Новые Объясните, что это Именно такое. так я и говорю. Есть мнение, что конфликты – это плохо, потому что как раз ассоциация с тем, что конфликт равно скандал, что мы выясняем, мы ругаемся. Но на самом деле конфликт – это что такое? Это столкновение каких-то разностей. Может быть, разность мнений, может быть, разность потребностей, разность настроения, разных эмоций. Это тоже некий конфликт. И легко коммуницировать, и даже, может быть, не настолько необходим эмоциональный интеллект, когда у нас все... Мы совсем согласны, все хорошо, все гладко. Милые, добрые, пушистые, все очень миленько, нет сложностей. Сложности в коммуникации и потребность в высоком эмоциональном интеллекте, она появляется как раз в моменты, когда что-то не так, когда мы видим мир по-разному, когда мы хотим по-разному. И если говорить вот про путь развития конфликта, то вот красный большой круг – это острая стадия конфликта, это как раз когда уже накипело, когда это выясняется, и у людей ассоциируется вот с этой стадией. Такая скандальная форма выяснения, конечно, это не очень хорошо. Но на самом деле любой момент, когда мы сталкиваемся с... Лбами. Лбами, да, пусть будет лбами. Когда мы сталкиваемся, это возможность прояснить, это возможность узнать про себя больше, это возможность лучше узнать другого человека. Это возможность составить какие-то соглашения, что хорошо, вот мы впервые столкнулись с такой ситуацией, давай в следующий раз, когда снова будет так же, мы поступим следующим образом. Мы будем решать этот вопрос таким способом. Либо конфликт может привести к тому, к пониманию, что мы очень разные, мы слишком разные, и это невозможно там поженить в одну картинку. И вот с этой точки зрения конфликт – это всегда возможность. Когда мы знаем, как его разрешать, когда мы владеем навыками эффективной коммуникации, когда мы идем в конфликт не с мотивацией «я сейчас добьюсь своего любой ценой», да, а с мотивацией прояснить и найти эту форму, которая подходит нам обоим. Очень интересная картинка, как брачные кольца. Как брачные кольца, да. Нет, я хочу вернуться дальше. К пути. Давайте. Это... Там дальше идет хронический конфликт, да? Конфликт прямо сейчас, вот он в этой стадии. И, то есть, если мы владеем эмоциональным интеллектом, если владеем навыками коммуникации эффективной, то мы все-таки не доводим до скандала. Да, именно, потому что любой конфликт в самом начале, когда это малейшее ощущение внутри что-то не так, что-то смущает, это всегда что-то небольшое. И если иметь навыки коммуникации и прояснять это в моменте, задавать вопрос, уточнять, прояснять, то эта ситуация тут же и разрешится. Но мы не владеем такими навыками. Мы привыкли, мы промолчим. Да. Мы будем удобными, как-то неловко, я покажусь такой. Да, и мы не поднимаем тему, что я из-за мелочи сейчас буду об этом говорить. Но эти мелочи копятся, копятся, и доходит до стадии, когда уже невозможно, да, когда... Наполненного стакана, да? Вот да, этого, это рано или поздно, это бомба замедленного действия, которая взорвется. Поэтому с точки зрения конфликтов важно любое малейшее, вы почувствовали... Что-то не так. Вот про границы очень хорошее слово с точки зрения коммуникации звучало. Внутри есть ощущение, что-то сейчас не так. Да? И важно не игнорировать это, а если вы это ощутили, то задать себе вопрос, а что сейчас мне не нравится? Где сейчас нарушается моя граница? Что я чувствую сейчас? Что я чувствую сейчас? Очень хороший вопрос. Если зрители со всего этого нашего прекрасного эфира заберут себе только этот короткий вопрос и будут себе задавать его ежедневно, в разных ситуациях, это уже очень сильно повысит эмоциональный интеллект, потому что это тоже навык, да, это вопрос внимания, смотрим мы туда или нет, обращаем внимание туда или нет. И если этот навык у нас есть, то мы не доводим до острых стадий, потому что острая стадия – это либо вот мы совсем разругались и разорвали отношения, либо если мы не можем разорвать отношения, но это напряжение осталось, такая, холодная война, так называемая, да, мы делаем вид, что все в порядке, но на самом деле внутри у нас просто море претензий, недоговоренностей и прочего. И дальше уходит в хронический конфликт. Вот это и есть хронический конфликт, когда мы поменять ничего не можем,
Да, я не вынуждена жить в одном пространстве, хотя на самом деле накопилось очень много, но если идти в эту открытую коммуникацию, говорить о том, как есть на самом деле, задавать вопросы, как у другого, интересоваться тем, как у другого, этих стадий не будет. И какой бы коммуникацией человек не владел, это не означает, что в его жизни конфликты исчезнут. Вот эти ситуации, когда столкнулись разные мировосприятия, разные желания, они будут. Но когда вы владеете эффективной коммуникацией, вы не доходите до следующих стадий. И эмоциональный интеллект в этом очень большой помощник. А что такое разорванный контакт? Разорванный контакт – это когда мы перестали общаться, но не через правильное завершение, грамотное. Когда легкость, благодарность, отпускание, да, это был наш совместный опыт, спасибо за прожитый путь. Это касается любых отношений рабочих, друзья, муж с женой, любых отношений. Но очень часто, опять же, в связи с недостаточно развитым эмоциональным интеллектом, недостаточно развитыми коммуникационными навыками, мы перестаем общаться, но на самом деле общение не прекратилось, потому что остается оно у нас внутри. Когда нам страшно представить, что мы еще раз увидим этого человека. Очень много эмоций осталось. И вот это разорванный контакт. Но разрывать контакты, переставать общаться не имеет никакого смысла, потому что это внутри очень сильно влияет и на вас, и на другого человека. Важно, опять же, то, что пути расходятся, это нормально. Так бывает в любых видах отношений. Но важно, опять же, через коммуникацию прийти к завершению. Когда вы проговорили, когда есть ясность, есть легкость, и есть вот такое обоюдное отпускание и пожелание счастливого пути. То есть эффективное разрешение конфликта – это когда обе стороны остаются довольными? Да, и причем, опять же, это есть такое мнение, что правильное разрешение конфликта, когда я получила то, что хотела. Вот, и если идти с такой мотивацией, то рано или поздно вот который это... Да, у него свое, у него свои желания, у него своя картина мира. И когда мы идем в правильное разрешение конфликта, идем через коммуникацию, мы заранее не знаем, какой будет итог. Мы его найдем во взаимодействии. Вот в этих прояснениях относительно эмоций, относительно какая на самом деле потребность. Да, и мы будем через диалог искать форму, в какой форме мы можем реализовать потребность и одного человека, и второго человека. Потому что каждый человек важен, эмоции каждого человека важны. Хорошо, если... У меня Да, конечно. красивая метафора родилась. Двое встречаются, чтобы родить нечто третье. Это или идея, общее дело, это или ребенок. И когда встречаются двое, но третье, вот некое поле взаимодействия не рождается, а там появляется это место конфликта. И тогда третьим выступает некий суд или модератор. Да? Но всегда нужен третья позиция. И вот опять же медиатор, да? Да, это ровно та история. Медиатор – это тот человек, который помогает, это нейтральная сторона, которая помогает двум людям договориться, когда между собой они договориться не могут. И это как раз про наши эмоциональные привычки, если речь идет про какие-то очень важные отношения, многолетние отношения, да, и вот какой-то острый конфликт, реакция просто автоматически, и мы разговариваем друг с другом, наши реакции, наше реагирование, оно автоматически направляется по тем рельсам, по которым оно много лет ездило. А если то же самое, ту же ситуацию ты рассказываешь медиатору, туда эти рельсы не проложены, да, и надо на эту же ситуацию смотреть по-другому, там, с логической где-то точки зрения, да, эти эмоции, ты не можешь их сюда направить, и тогда ты сам начинаешь видеть по-другому, тебя эта волна эмоций не несет, поэтому, да, это очень актуальная профессия. А что, если конфликт произошел с незнакомым человеком? Как с этим работать? Ну, тот же самый, получается, алгоритм действия или нет все-таки? Незнакомый человек. Если у меня хорошая коммуникация, я мирный воин, и я настроена на мир вообще везде, я буду находить эти формы. Но надо понимать, что незнакомые люди бывают разные. Бывают неадекватные незнакомые люди. Я про это и говорю. Да? И тут у меня плотный график, у меня нет там нескольких часов, чтобы довести до человека с какой-то совершенно
кардинально другой картины мира, ну, свое видение, да, и в таких ситуациях, когда, может быть, это незначительно, это мимолетно, ну, может быть, там и не будет, это не самая красивая или эффективная коммуникация, да, что, Ну, я спасибо, до выплеснула свидания. свою эмоцию, ты на меня разозлился, я тоже разозлилась, разошлись. Это, наверное, лучше, чем потом, опять же, вести внутренний диалог с этим человеком, пусть даже В том-то незнакомым. и дело, мы даже после таких, поэтому важно свои эмоции замечать, говорить их. Тому же незнакомому человеку меня злят ваши слова, и я разозлилась на просто это обнародовать, давать этому место. Кстати, это признак высокого эмоционального интеллекта – выражать свои эмоции. Часто же говорят, что не надо все при себе, да, все это держи. Но именно человек с высоким эмоциональным интеллектом может выразить их другому человеку устно, письменно и так далее. Но, опять же, в социально приемлемой форме. Форма имеет конечно, да, значение, конечно, да. У нас совсем немного времени. Хочу, чтобы мы подытожили вот Я каждый бы из еще вас. добавила поблагодарить обидчика, очень Ага, важно, что он чтобы что-то завершить принес. отношения. Чтобы завершить отношения. Но если мы искренне внутри так ощущаем, потому что спасибо, и такой эпитеты устно продолжаются, да, Обязательно действительно вам ощущать что-то так. показал. Буквально по одному предложению, рекомендации для наших телезрителей. Выражайте Сулпан. свои эмоции. Умейте выражать своих эмоций. Не бойтесь этого. Находите приемлемую форму. Другие люди — это важно. Идите в близости, открытость и в настоящий контакт с И ними. конфликт — это не страшно. Конфликт — это не страшно, конфликт — это хорошо. Спасибо вам огромное за эту прекрасную беседу, нашим телезрителям за то, что были вместе с нами. Пожалуйста, радуйтесь, улыбайтесь, грустите, да и даже злитесь. Но главное, принимайте и проживайте все свои эмоции. И тогда счастливым будет не только час, но и вся жизнь. До новых встреч!